Я Лебедева Зинаида Анатольевна. Я волонтер многих организаций. Мне скоро 74 года, так что я продолжаю работать. Сейчас я посуду помою. Вот это надо выгрести все, потому что она ничего не видит, и получается, что здесь много мусору. Бабушке еще нужно будет кушать варить. Значит, сейчас я посуду перемою. Мне приходится туда подниматься, иду потихонечку, все, на 16-й этаж. Бывает 9-этажки, написано, лифт не работает за неуплату. И иду на 9-й этаж. А что делать? Бабушка меня ждет, а у нее молока нет, лекарства нет, хлеба нет. Тащу туда вот эти тяжелые сумки. Я записалась на прием к врачу на завтра. К какому-ко времени идти надо? Я за вами заеду. Я на утро записалась, на 8:45. Значит, я пораньше к вам приезжаю сюда. Хорошо. Вот, и мы пораньше едем. Я без вас как без рук. Да. Ну, сейчас самое главное, нужно как. Я сейчас зайду на кухню, я посмотрю. Она в другом конце города живет. Смотришь, она уже здесь. И она, тебе же плохо, вам, вернее, плохо. Я говорю, да ладно, я же ведь не умираю, все. Допустим, за инсулином, все. Она едет, приобретает, берет в этом диабетическом, привозит. Зинаида Анатольевна, вы знаете, это такой души человек. Она такая старательная, она такая... Прям, я не знаю, таких людей, вот им только памятники надо ставить. В 2 месяца один раз мы разносим деньги, раздаем деньги нуждающимся бабушкам, которых вот взяли на попечение вот эти иностранные спонсоры. Бывает иногда там бабушки Добшин какая-то гуманитарка, может быть, кто-то из местных спонсоров, то привезут там, допустим, лапшу какую-нибудь, макаронные изделия, то еще что-нибудь. Вот, и тоже разносим, развозим этим бабушкам, дедушкам, нуждающимся, у которых очень маленькие пенсии. Вдохнули, и как себя обнимаем. И выдох. Вот букет большой, хороший. И поджелудочная, и желудок. Желудок так вообще, у меня бронхиальная астма. Вот, все в кучке, короче. Кучка такая, солидная. Но духом не надо падать. Посмотришь, люди вообще без ног или слепые, или чего. Думаю, да слава Богу. Встала, глаза открыла. Ну, слава Богу, я вижу. Очки я сняла, потому что ты мне без очков будешь стрелять. Ну, дело в том, что я жила в очень тяжелых условиях. Нас мама моя воспитывала 3. Мы все время нуждались. Отца нету. Вот мама, нас 3. Ну, возможно, вот это все и повлияло, что постоянно нуждались. Скорее всего. И я сочувствую людям. Ну и Господь дает мне здоровье, что я не сижу на скамеечке, не занимаюсь никакими сплетнями. Я утром встала, позавтракала, помолилась, зарядкой занялась и побежала по своим бабушкам, по своим организациям, где меня ждут, что опаздывать нельзя. Я считаю, что нужно помогать людям. Вот. Если у тебя ноги ходят, то нужно помогать людям. Если, когда уже я не смогу помогать, то найдутся люди, я думаю, что будут и мне помогать.